Словно живые. Именно такие мысли приходят в голову, глядя на экспонаты творческой выставки Союза мастеров кукольного дела, которая проходит в якутском арт-салоне «Семех». О работах, несущих самобытность, неповторимый образ и таинственную историю, расскажет Алексей Лукьяненко. Творческий союз мастеров кукольного дела был создан в 2014 году. И буквально за очень короткий срок встало на ноги новое направление народного искусства Якутии. Работы в основном сотворены из полимерной глины и из запекаемого пластика. Одежда шьется вручную из натуральных материалов. Лицо красят акриловыми красками, а волосы из шерсти козы или ламы. Работы наших мастеров известны не только в республике, но и за пределами России. Кроме этого, наши мастера ездят уже в другие улусы, например, в северные улусы уже с мастер-классами. Также вот наши кукольники растут. С каждым годом все больше работ, все больше новых мастеров появляется. Куклы эксклюзивные, привезенные с разных уголков Якутии. А также вот коллекция нашего директора Игнатьевой Яны Викторовны, тоже привезенные куклы, сувенирные куклы, привезенные с разных уголков мира. Арт-салон «Семех» можно не только посетить, но и приобрести памятную куклу в качестве сувенира. Для тех, у кого появились какие-либо идеи, может воплотить их в реальность прямо на месте и даже посодействовать ее происхождению лично. Вот одна из многочисленных работ «Семехсин Эмехсин», которая поражает своим добродушным взглядом, поселяя в тебя мир и душевное спокойствие. На этом старом шамане мастер сделал одежду точно такую же, как на настоящем, найденном при раскопках. Ходят слухи, что кукла время от времени вращается на одном месте. А это Куех-Булох олицетворяет дух озер и рек, дает богатый улов рыбакам, уважающим природу. На выставке представлены более 300 кукол 50 разных мастеров со своеобразной техникой и специфическим взглядом. Правда, здесь, как вы видите, куклы всех народов. Есть куклы удивительной красоты, японские, есть куклы из Европы, есть куклы, вот как видите, нашей необъятной России, все народы. И эти куклы, конечно, говорят о многом. Детям особенно интересно будет узнать, в какой стране какие люди живут. У нас мастер-класс провел Андрусов Василий и также Давиденко Елена. Мы просим, чтобы к нам приходили побольше желающих сотворить прекрасные куклы, и мы будем очень рады их научить, и, пожалуйста, к нам приходите. Отличительной особенностью этой пары, одетых в якутскую обрядовую одежду 17 века, является наличие подвижных частей тел, что позволяет принимать практически любые позы, присущие человеку. На выставке также можно увидеть куклы Реборн, получившие новую жизнь, от единственной в городе мастерицы Елены Давиденко. Внешний вид куклы максимально напоминает живого младенца. В их создании применяются натуральные волосы, стеклянные глаза, специальный состав винила и краски. Глядя на все работы, захватывает дух и неописуемое чувство жизни и душевного полета. Алексей Лукьяненко, Павел Пахомов, Якутск.